Проект «Удмуртия со вкусом», поддержанный Фондом президентских грантов, предусматривал съемку цикла программ о кухне народов, проживающих на территории Удмуртской республики. Одна из главных задач проекта – укрепление общероссийской гражданской идентичности, единства и гармонизации межэтнических отношений. Сегодня в кулинарной студии «Вилка», расположенной в Ижевске, мы собрали представителей средств массовой информации нашей республики и членов Союза журналистов Удмуртии. Мы живем в Удмуртии, и поэтому у нас сегодня вновь удмуртская кухня. Мы будем готовить национальные пирожки из пресного бездрожжевого теста, которые называются кокроки. Готовят их с самыми разнообразными начинками. У нас кокроки с капустой и клубникой. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы проводим финальное мероприятие нашего проекта «Удмуртия со вкусом». Мы здесь собрали всех вас, чтобы рассказать о нашем проекте и, конечно же, обязательно приготовить. Готовить мы сегодня будем с шеф-поваром Семеном, и готовить мы будем сегодня кокроки с двумя видами начинки. Добрый вечер, уважаемые гости. Мы сегодня будем готовить кокроки. Классические кокроки из свежей капусты. У нас будет начинка. Мы ее немножко затомим до полуготовности, чтобы у нас кокровка дошла и осталась такая сочная. Добавим туда яйцо. Яйцо у нас как бы сдерживает больше влаги, оно придает сочность нашему блюду. И сливочное масло. И кокроки будут с клубникой. Здесь я предварительно отварил клубнику и добавил немножко крахмала, кукурузного или картофельного. Это для того, чтобы из клубники лишняя влага не выходила, при том, чтобы у нас кокроки с вами не потекли, когда мы будем делать. Начинаем готовить кокроки. Наливаем в сковороду растительное масло и хорошо разогреваем его. Слегка обжариваем капусту, солим и немного перчим. Когда капуста дошла до полуготовности, добавляем сливочное масло и яйцо. Доводим в течение нескольких минут до готовности, постоянно помешивая. Также на столе есть яйца. Мы их использовали как для начинки капустных кокроков, так и для смазывания уже готовых изделий. У нас уже готовое тесто. В тесто для кокроков обязательно добавляется сметана и масло, что придает ему нужную эластичность. Лучше замесить тесто заранее и дать ему несколько часов полежать в холодильнике. Тесто делают обязательно. Это тесто используется масло сливочное, сметана или кефир, сода и мука. Это тесто замешивается всегда с вечера, чтобы оно отстоялось в холодильнике. То есть, если много месяца, да, мы помещаем его в специальной форме, убираем в холодильник. После того, как оно стабилизировалось, только после этого можно красиво вот такие вот вееры лепить. Из теста делаем шарики весом около 50 грамм. Готовые шарики мы раскатываем, придавая им форму оладьев, которые в свою очередь раскатываем скалкой в блинчики среднего размера. Стол лучше присыпать мукой, так будет легче работать. Готовые заготовки для кокроков мы начинаем клубникой и капустой. Начинки надо класть столько, чтобы края заготовок можно было хорошо залепить. Очень важно хорошо защипать тесто по периметру, чтобы начинка не вытекла и кокроки получились аккуратные и красивые. Готовые для запекания заготовки не забываем смазать яйцом. Это при выпекании даст красивую корочку. Обязательно кокроки, когда будем с вами жарить, печка должна быть разогретая, чтобы у нас с вами тесто, оно получается на масле, не потекло. Мы их жарим, но не печь. Мы будем печь. Приготовление кокроков вполне может стать настоящим семейным мероприятием, в котором могут принять участие и дети. Во время нашей готовки все участники программы лепили их очень дружно и с хорошим настроением. Выпекать кокроки надо в духовке при температуре 180-200 градусов 20-25 минут. В итоге мы получили очень яркие и нарядные пирожки-кокроки. Дегустация прошла на ура. Блюдо оказалось несложным в приготовлении и, что самое главное, очень вкусным. Мы благодарим главную кулинарную студию нашей республики «Вилка» за помощь в организации и проведении съемок. В ее стенах регулярно проводятся мастер-классы по приготовлению популярных и изысканных блюд, и мы рекомендуем вам их посетить. Итогом проекта «Удмуртия со вкусом» стало 20 выпусков программ о кухне народов, проживающих в Удмуртии. Во время съемки проекта мы побывали во многих городах и районах республики, познакомились с интересными людьми и профессиональными коллективами. У нас в проекте вышли программы о русской, удмуртской, татарской, белорусской, марийской, таджикской, армянской, грузинской и еще многих других кухнях нашей многонациональной Удмуртии. Все, что нас объединяет, помимо того, что мы члены Союза журналистов, это еще всегда желание
накормить, налить чай, посидеть вместе со всеми за столом. И вот, чтобы мы знали, а чем угощать людей, а что любят культуры представители различных национальностей, для того и нужны такие проекты. Так что очень хочется, чтобы они продолжались и впредь. Проект мне очень понравился, очень хороший, интересный проект, который возрождает какие-то традиции, которые вот разные национальности собираются, дарят или дают рецепты своих блюд, своих традиций, и вместе вспоминаем мы истории, общаемся через кухню. Через вот эти встречи можно больше узнать друг друга, про свою культуру, про удмуртскую, татарскую, там башкирскую, разные культуры. А если мы узнаем про народ, про его культуру, чем больше узнаем, тем больше уважения к этому народу и тем больше дружбы. Андрей Иванович, большое спасибо за такую высокую оценку нашего проекта. И, конечно, память о нашей встрече. Я бы хотела подарить память о нашей программе, вот эту вот нашу фирменную кружку. Пусть она где-нибудь займет достойное место в Удмурт-Кинеше и будет напоминать вам о нашей встрече. Хорошо, всем гостям буду показывать вот замечательный проект, я где участвовал, где мне понравилось очень, в кругу друзей, кокроки были просто замечательные, шикарные. Спасибо за этот проект, за то, что вы делаете, это просто очень интересно. Мы рады, что проект «Удмуртия со вкусом» получился удачным и востребованным. Команда нашего проекта благодарит всех зрителей за внимание и активную обратную связь. До новых встреч, дорогие друзья!